Программа «Серьезный разговор». Сегодня у нас 3 июня 2021 года, и у нас сегодня в гостях Рияз Исхаков, человек, который, прежде всего, это режиссер, оператор, продюсер, сценарист, человек, который имеет четкую жизненную позицию по ряду вопросов, человек, который участвовал в митинге Навального, и который такой, как бы, ну, общественник, скажем так. Он не только человек, который связан с кинематографом, но и общественник. И вот в связи с этим хочется, естественно, взять у Рияза Исхакова интервью. Здравствуйте, Рияз. Здравствуйте. Прежде чем продолжить наше интервью, хочется показать вам список вопросов, которые примерно я буду задавать. Он очень большой, вы можете остановить это видео и почитать их. Также эти вопросы будут в описании к данному видео и в первом закрепленном сообщении с тайм-кодами. Соответственно, какие-то вопросы, которые вам интересны, вы можете посмотреть, которые не очень интересны, вы можете их не смотреть. Да, то есть тайм-коды будут к видео. Итак, давайте вкратце, я их просто перечислю. Вначале мы поговорим про биографию, потом про фильмы и фильмографию, про систему съемок фильмов в Республике Башкортостан, грантовую систему, как все это устроено, про киностудию Рияза Исхакова, про творческие планы и так далее, про состояние башкирского общества, как Рияз Исхаков его оценивает, про либерализм, политику Навального, Ходорковского и прочие моменты, про его отношение к соответствующей политической системе и так далее, про такие понятия, как homo советикус и рабский менталитет, да, вот такие моменты, про события на Куштау, на которых Рияз Исхаков принимал очень активное участие. Ну и напоследок, на самое такое вкусненькое, у нас история с картинами башкирской серии Алены Савельевой. Вот. Окей, давайте тогда начнем. Начнем с биографии. Рияз, расскажите, пожалуйста, вот про вашу биографию. Национальность ваша, род, образование, жена, дети, ну и так далее. Начнем с того, что я, опять же, не общественник, а кинематографист, и все мое отношение к событиям, к персоналиям, это на самом деле, я смотрю через призму кинокамеры на это, через призму своей профессии. Поэтому я не влияю, не агитирую, не учу людей чему-то, а выделяю какие-то поступки, действия, героев, персонажей в своем творчестве. Если даже нет пленки, если нет денег на производство фильма, то, может быть, это как-то отражено в Фейсбуке, в соцсетях, в интервью. Но, в принципе, это то же самое кино. В любом случае, для меня это через призму профессии. Я родился в городе Салават в 1968 году, в день рождения комсомола. И мои родители актеры, в семье актеров. Рива Исхакова, моя мама, Марат Исхаков, мой папа. Папа родился недалеко от Салавата, деревня Буры-Казган. Это в основном там население, люди, которые переехали когда-то из Симбирской губернии, из местности Алатырка. Алатырка либо это город, либо деревня. Вот, это переселенцы в давние времена. А мама родилась в деревне Староузмяш, это Чекмагушский район. Вот. Отец татарин, он долгое время работал в Башакадемдрамтеатре имени Мажуты Гофри и работал последние много лет работал в театре Нур татарском. Мама всю жизнь работала в Башакадемдрамтеатре, и она зимой умерла, мы ее похоронили. Вот. Себя я считаю, можно сказать, исландцем по ряду причин. Да. Могу сказать, что я татарин, могу сказать, что я башкир, могу сказать, что я
Исландец. Исландец, да. Вот. На самом деле я обожаю все культуры разных всех народов, потому что это достояние человечества, культурное достояние человечества, именно многообразие языков, традиций, культур, знаний. Это все огромное богатство, которое должно цениться. Вот. А почему исландец? Потому что я 2 года ездил вот на съемки картины «И это все Роберт», ездил в Исландию. И то, что я слышал раньше от других людей, где-то читал, это как-то не так сильно впечатляло, да? Ну да, там все говорили про общество, про социально ориентированное общество, про их традиции, про их бережные отношения. Все это говорили, но когда я это увидел, я понял, что должна быть цель у людей, к чему надо стремиться. И то, как это действительно поставлено в Исландии, как это там наработано, как это там выстрадано, как они живут, как они ценят свою жизнь на вулкане, достойно уважения и подражания. Мне кажется, все жители Башкортостана или Татарстана, или всей России должны съездить в Исландию, посмотреть, как это жить с открытыми дверями, да? Посмотреть, как это любить, ценить природу, не сорить нигде и дрожать за каждый там, подбирать чужой мусор, если такой появился, как жить с пустыми тюрьмами, как даже если выпил в пабе, не бурагозить, не хулиганить вечером там. Как поставить в самом центре города, Рейкьявика, около Альтинга. Альтинг — это что-то наподобие Госдумы или ратуши, да, или там Госсобрания Курултая. Вот. Поставить на самом видном таком месте памятник, такая огромная глыба, рассеченная железным конусом, и на ней написано, на табличке написано, что священная обязанность народа — вооруженное восстание. В случае, если государство нарушает его права народа. Понимаете, это там стоит монумент такой, это не Ленин, не что-то, а вот такое вот стоит. Вот. Право на восстание. Да, то, что, кстати, в декларации прав ООН отражено, кстати, да, и мы подписались под этим документом Российской Федерации. А вы в Исландии долго жили? Нет, я там не жил, я там работал, снимал. А недолго. сколько по времени? Месяц, 2 год? года. 2 года? Нет, 2 года я ездил, но мы там были неделю, вот так вот, недолго каждый раз. И это съемки. Но очень насыщенный опыт. Почему? Потому что мы же работали вместе с исландцами, с исландской группой. Это не так, как у Шамиля Валеева, он там какое-то время выкладывал свою поездку, такую грустную, мрачную. Вот он туда пошел, здесь пришлось идти долго, и там лучше бы у него был велосипед, и он там увидел разрушенный самолет на черном пляже, а погода такая, ветер, не стоит туда ездить. Вот это по его публикациям, которые я видел в интернете, фотографиям мрачным. Я не видел, поэтому не могу комментировать. Да, я понял так, что просто он не общался, не недополучил внимания, или там ни с кем не разговаривал. Я не знаю, почему-то, может, друзей рядом не было. Но я увидел, что это какие-то потрясающие люди, исландцы, какие они открытые, какие они честные, справедливые. И им не нужно вот это вот излишество, нагромождение мебели, что-то. Вот у них окна, да, не зашториваются, в принципе. Ну да, там шторку могут ночью отпустить. Но и видно, что нет
нагромождение. Или двор какой-то, и там нет никаких пристроек огромных. Ну да, техники много, кто сельскохозяйством занимается у фермеров, но у них нет лишних вещей. Извиняюсь, Да. я прошу вас смотреть в камеру лучше. Вот Да. туда, да? Ага. И второй вопрос, то есть вы, получается, ну, продолжение этого вопроса, в Исландии снимали, и это все Роберт, какие-то моменты, и какие-то другие фильмы, да, или вот в Исландии? Да, мы что? снимали именно сны, мечты нашей главной героини из картины «И это все Роберт». Мы снимали именно вот ее мечты. Девочка мечтает об этой стране, об этой жизни. Для нее Исландия такой некий пример. И вот я беру на себя в реальности, кино же это виртуальная такая реальность, я беру на себя в реальности ее мечты для воплощения. И настаиваю, вот, например, там общаюсь там, с Славатом Нафиковым, когда он отвечал за туризм. Говорю, ну, уважаемый Слават Нафиков, съездите в Исландию, посмотрите, как поставлен там туризм, как там поставлен кинотуризм, как там за 25 лет, 25-30 лет назад это была самая отсталая страна в Европе, Исландия. Как они выросли, как они вышли на первые позиции. Как там футболисты, это бы туда стоило бы съездить, Мурзагулову, наверное, да, посмотреть. Как там футболисты, зубные техники, клипмейкеры, рекламщики, там, ну, разные специальности, как они, непрофессиональные футболисты, занимают там первое место на чемпионате мира, понимаете, вот. Каким образом это происходит? Без всяких перекупов, без всяких огромных там денег. При этом population of Iceland 300 тысяч человек, по-моему, да? Там живет население Исландии. 300 тысяч человек там живет, да? Да, там же живет популяция. Да, 300 300 тысяч. Ну, за рубежом в Америке живет больше, наверное, исландцев, чем 300 в миллионов. Исландии. То есть понятно. А 300 тысяч это вот... Там город, например, в Дивик, где мы жили, там население где-то 400 человек в городе, представляете? 400 тысяч в городе. 400 человек, 400, не тысяч. Да. И это город. Это город, да. Причем там школа прекрасная, заправка и футбольное поле, просто идеальная трава, футбольное поле. И все приезжают, фермеры приезжают, действительно занимаются футболом. И там стоят 3 Урала. Урала автомобили. Один КРАС у какого-то частника. И он зарабатывает на том, что он дает это в кино сниматься, там «Форсаж», там какой-то номер, снимают на этот самый, ну, эти самые Уралы там участвуют. Понимаете, они еще прекрасные бизнесмены. Понятно. Вот про ваше образование, семью давайте поговорим. Имеется в виду не родители, а жена, дети и так далее. Да, моя супруга Емеля Бекбаева, она работает в ансамбле танца имени Гаскарова. Она танцевала много всю жизнь, сейчас она постановщик, ну, она постановщик танцев, хореограф, у нее образование такое, и занимается ведением часто, ну, как бы там ведет программу, очень мне помогает в производстве клипов, когда мы снимаем клипы, много, как бы, я с ней советуюсь, и ну, она анализирует мою работу со стороны. Ну и как хореограф тоже часто выступает. Дочь 10 лет, Малика, учится в 20-й гимназии. И сын Чингиз, он уже взрослый, 24 года, он программист. Он еще не женился, да? Получается? Нет еще, пока нет. Понятно. Образование вы закончили в ГИК? Да, я учился в Авгике. В Москве? Да, это, ну, очень, очень мне повезло в этом смысле, потому что в то время это считалось 4-й киношколой в мире. После Нью-Йоркской, Токио и австралийской киношколы, московская киношкола была, как бы, ну, котировалась в то время.
Ну, понятно. Ну, в принципе, мы первый вопрос по поводу биографии в целом раскрыли. То есть очень много про Исландию, процентов 90, но, в принципе, я думаю, это очень интересно. Вот наш второй вопрос, это вот про фильмы. Да? Вот давайте я, может быть, даже зачитаю. Вот ваши фильмы, Риас, я условно делю на две части. Первая часть – это башкирская этника высочайшего уровня. Это фильмы такие Етеген, Сиянтус, Бибигули, Сайф Мулюк, например. Да? А вторая часть – это прочие фильмы разных жанров. Ну, особое место среди них, конечно, занимает и это все Роберт, Ловец ветра, ну и так далее. Вот вы как человек, который связан с кинематографом, каким своим фильмом вы гордитесь больше всего? Что бы вы сами хотели снимать? Какой жанр? Ну, на самом деле, деление, деление больше. Не только жанровое деление, а действительно вот такие, по производству, да. Есть, мы игровики, учились снимать игровое кино, художественное так называемое, да. Вот. Когда нет работы, ведь не всегда есть такая загрузка по игровым картинам в республике. Работаем иногда там, в малой форме, в клипах, музыкальных клипах. Музыкальные клипы можно разделить такой вот башкирские, вот татарские. Я стараюсь эти рынки объединять. Это как-то позволяет загрузить себя работой, студию, людей. Тем более татарские клипы, ну вот татарский язык это западный диалект башкирского языка, фактически, ну здесь, окей, фактически одно и то же. Да, ну, и певцы многие одни и те же. Ну и певцы одни и те же, да. Вот, но как бы туда все больше и больше, чем больше заходит государство, то это как бы этот рынок становится зарегулированным. Есть еще, когда нет фильмов здесь у нас в республике, есть еще такое направление, это сторонние заказы, так называемые, да, когда приглашают московская картина, например, «Синие ночи» сериал я снимал, «Ундина» сериал, там подводные съемки, «Кармелита» подводные съемки, «The Great Famine». Это американский фильм, научно-популярный. Я знаю этот фильм, он у меня даже был, его заблокировал YouTube, потому что там много сцен с голодными людьми, вот это вот, то, что было во время Голодомора. Да нет, YouTube блокирует, потому что жалуются American Experience канал. Они на этом бизнес делают, они продают эту картину, просто надо, в нашей республике надо, чтобы Министерство культуры или там правительство обратилось, или хотя бы БСТ, купила эту картину у американского канала American Experience. Перевели нормально, показали, и как бы никакой крамолы политической там нет, сразу предупреждаю, потому что на эту же тему Салават, например, делал передачи. И ничего, как бы мир от этого не перевернулся. Вот. Вы были в качестве оператора, да? Да, я там оператор-постановщик, ну плюс локейшн-директор. Это как бы за год до съемок приезжал генеральный продюсер Остин Хойт, он же режиссер, и еще там люди приехали. Мы выбирали локации, где это все провести. Ну, доказали, что Уфа может снять, потому что они хотели в Екатеринбурге снимать, в Москве, в Харькове. Но мы им, документалистам, объяснили, каким образом можно снять все в одном месте. И мы снимали все. 90% фильма мы снимали в Красном Ключе, в Нурмяновском районе. Ну да, были съемки в Москве, ну, в Уфе были съемки. Вот, это сторонние, как бы, ну, больше всего, и почему я не уезжаю никуда, я все-таки хочу и люблю работать в Башкортостане, потому что для меня это родной дом, и я очень прекрасно знаю много дорог, много гор, много озер, много мест, как они выглядят. И мы это часто предлагаем там московским, опять же зарубежным коллегам, проводим там съемки, ну это так называемый почти что как кинотуризм, да, не для широкого круга, а для специалистов. И я люблю снимать кино здесь, с нашими режиссерами, с нашими коллегами, это мое любимое занятие. Ну, это происходит редко.
Да, ну кто снимает у нас? Булат Исупов снимает, там Айнур Аскаров, Айшвак Юмагулов. Ну, с Айшваком я очень люблю работать, он действительно, это школа мощная, и талант, и человеческие качества. Но, к сожалению, видимо, те, кто государственные деньги распределяет на производство фильмов, они любят другие качества человеческие, когда острые локти, острые зубы у режиссера, там, да, ну, такие, кто умеет это выгрызать себе проекты. Шерстяная ладонь. Айшвак, да. Длинный язык такой, это такой очень влажный. Но Айшвак, он не такой, это такой очень порядочный, честный человек. Вот я очень хочу, чтобы он снимал. Понятно. Вот мы этого еще коснемся, это у нас третий вопрос по поводу съемок фильмов в Башкортостане. Я бы хотел вот здесь немножко уточнить, вот каким фильмом вы больше всего гордитесь? Нет такого, нет, да? потому что, ну, Может, 2-3. да вообще интересно работать в кино именно потому, что каждый раз ставится новая задача. Это держит нас как бы В тонусе. в тонусе, всегда молодыми, понимаете, в детском возрасте, в таком, когда ты изучаешь, любопытно все, ты должен узнать новое. И поэтому каждая работа, она по-своему сложная, и каждый раз надо подумать, это не 1200 дырок просверлил за смену я, как это пел Шевчук, да? Не монотонная, не однообразная работа. Творческая работа, она требует разнообразия и везде Поэтому свои лучший детали. фильм, он еще предстоит. В будущем. Я имею в виду из прошедших. Ну, понятно. Это хорошо. Хороший ответ. А что бы вы сами хотели бы снимать? Комедию, драму, историческое кино? Вот, что бы вот Жанровое кино. Да, жанровое. Какой жанр? Я хочу, например, вот говорят же о феномене якутского кинематографа, да? Но никто почему-то не разбирает, а в чем он заключается. Просто говорят, о, якуты молодцы, Республика Саха, вот же они смогли. И часто нам, киношникам, говорят, а вы знаете про якутское кино? Конечно. Более того, я знаю, что как это произошло. Потому что государство в какой-то момент отпустило вожжи с этих режиссеров, понимаете? Они сняли шоры с себя. Они не стали снимать то, что требует Минкультуры местная, да? А что обычно требует Минкультура? Вот у нас юбилей такого-то писателя, давайте снимайте кино про этого писателя. И плюс это требует не за 3 года, а вот в этом году у нас, да, юбилей писателя, давайте снимайте, вот мы вам грант дадим, вы готовьте документы, мы про этого писателя, это, на него деньги дадим. А то, что это не вписывается в съемочный процесс по времени, да, это отражается в итоге на качестве. Режиссер там быстро-быстро что-то ляпает. Вот. У якутов что происходит? Раз это все стало свободным, они сделали так. Вот, попробовали снять фильм ужасов. Хоррор там или жанровое кино. Показали в кинотеатрах и выстроили бизнес-модель. Вот эти молодые режиссеры. То, что в Якутске, а фильмы именно зарабатывают в Якутске, потому что там расстояние огромное, и куда-то поехать, там, только через интернет можно, наверное, перекачать фильм, да, и это. Но такого, как у нас здесь, это кинопередвижка, ездят с фильмом, показывают по клубам, такого нет, как на киностудии Башкортостан делали. Вот. Так вот там в Якутске можно собрать 3 миллиона. Если вот как бы зритель весь придет, 3 миллиона максимум соберут, может чуть больше там. Да. И значит, чтобы это было выгодным бизнесом, кинопроизводства, чтобы не зависеть от репертуарной политики чиновников, да, значит, надо снимать фильм не дороже 3 миллионов. Чем они и занялись? У них все фильмы частные, они такие. В этот бюджет укладывается, в 3 миллиона. Да. И тогда вот действительно приходят зрители,
смотрят фильм на родном языке, но, к сожалению, в Уфе, в Казани это невозможно в плане, что 3 миллиона не соберут. Потому что столько людей не придет смотреть на родном языке в Уфе. Поэтому в Уфе башкирские режиссеры снимают на русском языке. Ну вот у меня есть просто статистика по Етыган фильму, да, вот, тот фильм, который ваш, я считаю, он один из самых лучших, это как раз «Этника». Там у меня порядка, по-моему, 7 тысяч просмотров, вот, ну так. И я видел, также у вас есть фильм, ваш YouTube-канал. И, кстати говоря, ссылки на YouTube-канал Риаза Исхакова и ссылку на фильм «И это все Роберт» и какие-то другие ссылки будут в описании к этому видео. Вот то, что Риаз скажет, то будет и в описании к этому видео. Поэтому можете описание к этому видео смотреть. Вот у меня еще такой уточняющий вопрос по поводу, соответственно, клипов. Да? Вот вы говорите, что вы как оператор еще снимаете клипы, то есть помогаете в этом процессе. То есть получается, любой, вот как процесс происходит, любой исполнитель хочет записать какую-то песню, музыку, сделать клип, он обращается к вам, да, вот, и как это происходит? Да, ну бум клипов, я считаю, может быть сейчас какая-то пауза наступила, ну вообще из-за пандемии, вообще во всех областях, наверное, наступила, кроме интернет, ну, вещания онлайн-платформ киношных, да, вот. Ну, у нас же клипы, производство было заточено раньше под то, чтобы пошла ротация. Были склады оптовые, там они по-разному назывались, их было много, была конкуренция, которые старались привлечь исполнителя, там, любого, там, Ханил Фархи или Айдара Галимова, там, да кого угодно, всех более-менее талантливых, хороших, у кого хорошие песни, хитовые, они их старались привлечь, а привлечь они могли чем? Ну, не только тем, что вот мы там заплатим, а мы еще вложимся в производство клипа. Клип был рекламным роликом альбома или исполнителя, который продавался там. Василю Фаттаху, например, у него вообще бешеный был доход для продюсера, который вложился в клип. Вот. Очень, очень успешный был проект Туган Як, и, ну, на котором мы тоже снимали клип. Вот. И это было двигателем. Снимали очень много клипов, потому что это было ротацией. А с того момента, как песни, клипы стало возможным скачивать, смотреть в интернете, этот бизнес растворился. Эти склады пропали, теперь там на этих складах продают просто чистые флешки, понимаете, а вкладываться в кого-то они не могут. И оставался бизнес только в плане выступления исполнителя на каком-нибудь юбилее, там, ну, как это называется, вот, на праздниках. И для этого они тоже как-то должны были делать клипы. И ну, бизнес этот стал, фильмпроизводство стало схлопываться. Конечно, государственные студии, там, БСТ, ТНВ или кто-то, они еще могли поддерживать эту отрасль, да, вкладывать туда деньги, заказывать. Но у нас, к сожалению, с момента правления БСТ Якуповым, Галимом, ну и потом, вот, кто там пришел, они не видели, ну, для них это не стало каким-то доминирующим, понимаете, не то что доминирующим, многих хороших журналистов уволили, вообще контент поменялся, и национальная часть их как бы продукции, она исчезла, растворилась. Я не говорю, что это вот именно вот они все испортили. Это тенденция вообще телевидения, понимаете, государственного. Ну, это происходило еще раньше, в больших масштабах, которые незаметны. Я вот скажу, что
еще намного раньше был бешеный успех у картин Анвара Нурмухаметова, Амира Абдразакова. Они снимали сериалы. Плохие, хорошие, неважно. Они снимали сериалы, которые были популярны на тот момент у массового зрителя в республике. Очень много. Причем они же конкурировали в то время с сериалами бразильскими, которые стали заходить в голодный советский рынок, российский, постсоветский. И помните, когда «Рабыню Изару» показывали, населенные пункты вымирали просто, на улице вообще никого, только как во время войны было такое, невозможно было найти человека. Вот. И в этот момент они успешно конкурировали, Айказе там, да, Кинья, вот еще ряд фильмов, которые они снимали, они были очень успешны. Этот успех чиновники от телевидения и кто мог бы на себя это взять, я считаю, что Министерство культуры могло бы взять на себя кураторство или обеспечение производства этого жанра, они посчитали, что это дело телевидения, мы не будем туда лезть. Ну, вот. Мне кажется, они упустили, и они нанесли огромный вред этим самым вообще башкирской культуре, что касается башкирских сериалов. Не подхватили удачную мысль, удачную идею, воплотившуюся уже, они не продолжили. Это не стало, понимаете, ну как бизнесом или не бизнесом, а ну вот явлением постоянным. А сериалы, как показало время, они популярны и сейчас, и вчера, и сегодня, и завтра будут популярны. Это такой жанр, ну или форма очень, очень востребованная для зрителя. Тем более в интернете сейчас это бы было. Вот мне кажется, это большое упущение, потому что телевизионщики, которые стоят у власти, чиновники от телевидения, это информационщики. Люди, которые отучились там в БГУ, на журфаке, их поставили директорам телевидения, и они принимают решение такое, что нам надо обслуживать власть, деньги все идут от руководства республики, а что там нужно? Ну, выезжать, снимать то, как президент или глава здесь открыл что-то, там открыл, здесь накричал на кого-то, там. Вот, ну, как бы информация вся идет оттуда и обслуживать только нужды власти. И поэтому телевидение было отвернуто от зрителя в самом востребованном жанре. Да, там то, что не требует сильных вложений, какие-то шоу, там, конкурсы пошли, тем более районы вкладываются, это какая-то такая минимальная бизнес-модель, конкурсы между районами в танцах, в песнях, это дело пошло, но пошло очень однообразно. Я смотрю, с годами ничего не меняется. Не меняется. Один и тот же антураж, один и тот же стиль подачи. Ради Нурхетов говорит, все да. продай, купи курай. Наверное. Вот, но это же, опять же, это вред культуре. Это же деградация. Стоять на месте – это деградация. Нет развития. Вот. Ушел, наверное, от темы, да? Ну, немножко от в сторону, вопроса. но на самом деле это очень интересно. Вот такой вопрос. Вот сколько стоит снять музыкальный клип, вот как у Василии Фаттаховой, например, «Туганьяк»? Ну, примерно бюджет, чтобы понимать. Да, ну бюджеты они... 500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч? Нет, это цифра такая очень абстрактная. Ну, примерно, вот, чтобы понимать. Я скажу, вот для Казани я сейчас делаю, да, последние... Ну, там как бы букет, это несколько концертных номеров и клип исторический, где, ну, концертные номера, они вложения только вот поездка, несколько 3 камеры аренды, там, минимальные, да, но это как бы, ну, понимаете, да, цельное, не только один клип, а еще 3 дня съемок концертных номеров, плюс такой исторический клип, так,
Караурман, там военнопленные эту песню сохранили, немцы, вернее, записали военнопленку. И вот это обошлось 1 200 000. 1 200 000. Да. Ну, это как бы такая нормальная, хорошая цифра даже для Москвы. Ну, в Москве всегда было 35 000 долларов, это клип стоит. Но это не значит, что только так и работает. Есть вообще бесплатные, есть на коленке, есть за 5000 рублей снятые какие-то работы. Есть очень дорогие, наоборот. Все зависит от сценария. Вот если в сценарии есть объекты, сложные виды какие-то, да, ну, графики, там, вложения, сложные трюки, то, конечно, это дорого. Если это все простенько, как у нас там, ну, на фоне березки, да, то это можно за бутерброды снять, да, ну, за чашечку кофе. Ну, почему нет? 30 000 рублей, 50 000 рублей, пожалуйста. Да? То есть можно снять. 50 000 рублей это было еще вот 10 лет назад. 50 000 рублей. Ну, 100 000 рублей. То есть, если березки, такой фон снять там. Опять же, это как вот, если арендовать декорации, да, где, который Галибин построил, то там уже на аренду 20-30 уйдет. Вот. И если брать камеру на киностудии Башкортостан, да, хорошие камеры, Арри, там все, с полным комплектом оптики, ну, опять 1060-80 уйдет. Ну понятно. Вот. Если зал, этот нефтяник бывший, арендовать 1060 или 100 за аренду уйдет зала. Как бы цифры, они от задач зависят. А сколько человек в съемочной команде, чтобы снять клип? То есть, что? Сколько человек в съемочной команде, чтобы снять клип? То есть вот оператор, который снимает, там, один человек или 2-5? Тоже все очень по-разному. Ну, например, мы снимали летом прошлым Ямщиковой Катя клип, исторический, простой, да. Нет, он интересный, но людей мало, и все очень продуманно, просто было сделано. Ну, в команде было минимум в каких-то случаях 3 человека, а в каких-то случаях человек 12. Серьезно? Да, то есть... То есть понятно. То есть исполнитель, который поет песню, он должен дать голос, уже готовой песни, аудио как бы, и под нее нужен клип. И, соответственно, он едет с вашей командой, там какие-то декорации, что-то там арендует, и вот, в общем-то, он изображает из себя, и получается клип на выходе. Исполнитель должен найти источник финансирования. Да. Либо это государство дает, либо это, ну, как, например, с Казанью мы работаем, там, ну, Айдар Файзрахманов, татарской филармонии, он либо это филармония платит, либо Министерство культуры платит Татарстана, Республика Татарстан. Если здесь у нас либо из своего кармана исполнитель, либо телевидение, что телевидение перестало абсолютно вкладываться в производство клипов, они считают, что исполнитель сам должен принести и деньги, и клип, понимаете? Нарушая авторские права, то, что за авторские права надо заплатить, они, наоборот, хотят собирать. Ну, в Татарстане тоже, кстати, есть на государственном телевидении, ТНВ занимается ротацией, они говорят, вот ты принес клип, это же реклама, поэтому ты плати деньги, я буду показывать. Ну, в принципе же это на 180 градусов разворот. Приносит творческий продукт, должны за него получить гонорар, оплату, да? А они требуют наоборот. Ты принес, ты плати. Да, ты плати. Понятно все. Ну, давайте перейдем к следующему вопросу. Вот я его вначале прочитаю, а вы потом, ну, что услышите, то ответите, я надеюсь, да? Как выстроена система съемок фильмов в Республике Башкортостан? Что это за гранты 150 000 рублей на фильмы? Кто определяет бюджеты? Кто определяет, каков процесс работы киностудии Башкортостана и ее бюджет? Какова динамика бюджета киностудии Башкортостана за последние годы? Есть снижение финансирования? Вопрос. Откуда режиссеры берут деньги на съемки фильмов? Существует ли цензура и ограничения на тематику фильмов и кто цензор? Как вообще работает процесс выбора фильмов для съемок, выбора режиссеров, финансирования, подбора актеров и тому подобное? Кто решает, какой фильм снять? Ну, то есть вот. И меня интересуют именно фильмы на башкирскую тематику. Вот вы сняли фильм «Сиянтус», да, как бы в качестве одного из примеров. Вот, про трагедию, соответственно,
в деревне Сиянтус, Тефтеляу, там песня на эту тему, да, вот с Тевкелем связана и так далее. То есть вот этот фильм, он бы прошел бы цензуру сейчас или нет, вот тоже было бы интересно, да, потому что он же был снят в 90-е годы. То есть вот расскажите в целом, как вообще вся эта система съемок фильмов работает именно по национальным фильмам, по башкирским фильмам? Ну, хорошо, что ограничили, потому что, как я раньше, чуть раньше говорил, что есть разные модели, и везде все по-разному, да. А то, что ограничили, башкирские фильмы, клипы, здесь тоже вот привели в пример две картины, и они имеют разные модели финансирования. Это я как продюсер своих фильмов уже сейчас, наверное, говорю, потому что Етыган это был грант государственный. Единственный раз я получил грант, 1 000 000 рублей. Плюс я получил как сказать, заявка была башкирские песни на женскую тематику. Как бы все о женщинах. Ну, естественно, комиссии по грантам это сильно понравилось. Особенно женским представителям. Амине Шафикову это очень понравилось. Да, действительно, что тут такого? Никакой политики, все прекрасно. И там есть 7 девушек, и вот был список. Естественно, никакого сценария нет, защита грантов, она проходит. Я сколько раз это... Потом я защищал Айсуака Юмагулова, один проект, там меня чуть не выгнали, наверное, сказали, не вздумай, что вы все про кризис говорите. Сагитов очень сильно рассердился. Вот. В общем, больше этого не было, да. И вот государственная поддержка 1 000 000 рублей, и я к этому еще, понимаешь, это мало для исторического фильма, а хочется сделать хорошо. Вот мы взяли какое-то количество песен, собрали, быстро сделали сценарий, потому что защита проходила там, по-моему, после Нового года, а деньги появились только в сентябре. И лето уже все пролетело, мы ничего не могли снять. И мы в сентябре снимали лето, да, это очень-очень быстро сняли. Но я смог привлечь сюда спонсоров. И мы, по-моему, где-то, до 2 миллионов бюджет фильма смогли поднять. Вот. Но все равно должны оставались там, работали, закрывали все. Вот. Это одна модель финансирования, когда частично, большую часть вкладывает, потому что важны первые деньги, понимаете? Тогда можно найти и спонсоров, вторых, да, легче вести переговоры. Вот. Деньги начинают притягивать деньги. И это одна модель. Успешная для нас, да, нам повезло с погодой, мы не застряли, мы сделали. И это любимый жанр, когда народные песни, либо народные, но стилизованные, современные композиторы, там Марат Файзулин, Татурас, Урал Эдельбаев, то, что они делают, их творчество очень уникально, да, и это любимая моя, вообще моя слабость. Я люблю народные песни в современной аранжировке. Вот, извиняюсь, что перебиваю, по поводу Етыган. Просто вот это такой бренд, этот фильм стал в какой-то степени, потому что мне даже люди по-английски писали, они видели этот фильм Етыган у меня на канале и говорили, что это за 7 девушек, как они танцуют на фоне озера, расскажите легенду, там, я им ссылки на фонтан дал, то есть несколько таких случаев было, то есть они вот благодаря вот этим песням из фильма Етыган, они как бы лучше познакомились с башкирской культурой, и это реально такой очень хороший фильм, этника башкирская, музыка, как девушки поют, история красивая с этим связанная. Фонтан вот сейчас тоже на основе этой легенды как бы сделан, и прочие моменты. То есть вот это действительно уникальный фильм Етыган, и вот вы сейчас рассказали, как он делается. Прошу, извиняюсь, что я немножко перебил вас, да, продолжайте. К сожалению, вот когда мы же думали, что вот, если фильм получился, то это будет как-то в какой-то степени предметом гордости. И когда был фестиваль «Серебряный Акбузат», мы его, естественно, дали на фестиваль нашим коллегам. Наши коллеги сочли, что это документальное кино и недостойно конкурсного показа.
А коллеги-то кто? Ну, кто там в конкурсной комиссии это, принимает решение, чьи фильмы ставить? Естественно, там, ну, в основном это наши чиновники, тогда Хужахметов работал, наверное, Велюра, Сандавлетова. Вот они, кто-то принимает решение, какие фильмы войдут в конкурс. Ну, и реально они посчитали недостойным фестиваля. И поставили во внеконкурсный показ в раздел «Документальное кино». И меня это потрясло. Я в итоге снял вообще с фестиваля эту картину. Как это какое-то документальное кино? Они даже что, в жанрах не разбираются, что ли? Ну, такое пренебрежительное отношение. Вот. Другой способ – это «Сиантус». Фильм, который снимали там в 2009, по-моему, году. И это другая модель. Когда я собирал просто спонсорские деньги и убеждал поработать за минимум, понимаете, ну, за идею. Это малобюджетный проект, малобюджетный. Да, я там рассчитывал сделать из этого, ну, хотя бы в титрах, там, собрать еще больше денег, но там испугались все. И БСТ испугалась, когда они увидели реакцию на фильм. Хотя Курултай Башкир провел презентацию, и в «Нефтянике» как бы полный зал, они, ну, зрители приняли картину. Да, там Асфендияров выступил, сказал, что на самом деле это было летом, ну, не историческая точка. Ну, понятно, что мы же не можем зимой, это сколько миллионов надо, чтобы исторически достоверно все это снять. Мы просто сделали как бы фантазию на тему этой истории. Вот. Эту картину, конечно, наделала в свое время шум. Там даже ФСБ интересовались этой картиной, потому что тем более это было время, попало на смену власти, там в 2010 году же, да? В 10-м летом убрали. Да, было. Вот. И, естественно, этой картины начали почему-то там вот эти сайты имперские, да, они начали выставлять это некой такой козырной картой, не пообщавшись совершенно с автором, не узнав его мнение, его позиции, да. А автор это вы? Да, начали шельмовать, там, выдумывать всякие, решать за меня, да, что, о чем, как, там, кто это заставил меня делать. Ну, было смешно, конечно, да. И вот, и ФСБ интересовалась тоже мотивами и вообще, что это, но потом вдруг они резко отстали, и я, более того, стал слышать из уст сотрудников, не только относительно меня, а в других ситуациях, что «а что вы хотите?» Ну, такое утверждение. «А что вы хотите? Это наша история, так и оно и было». Понимаете, они, получается, изучили, вначале повелись, видимо, на этих авторов этих сайтов, что вот там прямо что-то такое преступное. А потом, видимо, когда изучили историю, наконец-то, да, почитали Рычкова, других авторов, изучили историю, они поняли, что, подождите, это же все правда, это же было, это никуда от этого не деться. Вот. И поэтому у них даже поменялась риторика. Они считают, что это нормально. Почему там американцам не рассказывать про свою гражданскую войну, да? Про север, про юг? А почему нам не рассказывать про Тевкелева и тех, кто сопротивлялся, что происходило там в Синтус? Почему? Я считаю вообще, что люди должны знать правду. Люди достойны правды. Вот. Это была другая модель. Сейчас, снял бы я такое кино? Да, снял бы тоже, с удовольствием. Если кто-то предложит, появится как бы моторчик такой, ну, инициативные это люди, и скажут, давайте снимем историческое кино, я с удовольствием запущусь на такую картину. То есть для этого просто нужно финансирование?
А? Для этого просто нужно финансирование. Вот, грубо говоря, какой-то спонсор должен дать деньги, и, в принципе, вы сами можете организовать процесс съемных фильмов. В принципе, больше Ну, ничего не нужно. кроме Есть денег. еще третья модель, когда без денег мы можем запуститься на производство. Это все-таки, когда хорошая идея, то немножко там на топливо, на бутерброды, опять же, на кофе денег, если наскрести, то можно снять пилот. Пилот, Что такое пилот? ну это тизер, пилотный вариант фильма или там кусочек фильма, отрывочек, да, можно очень хорошо постараться, там самые динамичные экшн-сцены заранее снять и показать кому-то. Кому-то это в основном онлайн-платформы. Сейчас онлайн-платформы в расцвете, и они могут вложиться в производство фильма. Вот это третья модель. Ну, этим летом, возможно, мы с одним товарищем попробуем эту модель тоже. Онлайн- Есть? Да? Онлайн-платформы, первые три, топ-3 назовите, пожалуйста. Ну, онлайн-платформы какие? Иви, там еще кто-то. Ну, все сразу же говорят про Netflix. Netflix, Ну, на самом деле, Netflix, он покупает задешево. Netflix такая компания, которая, если вот вы интересны, там вы сняли там «Брат 2», допустим, да, и они сами обратятся и купят задорого. Сами найдут. А так они обставлены атрибутами, отсекающими от себя многочисленное количество обратившихся. Купите мою картину, да, ну, техническими параметрами. Обязательно 4К, обязательно там ряд там цифр, да, инженерных, не буду это все перечислять. Вот тогда вы можете обратиться, да. Вот, а если картина достойная и интересная в коммерческом плане для них, то они закроют глаза на все эти технические параметры и купят задорого. А в России, да, это ОККО, Иви, по-моему, кого-то там что-то уже Сбербанк перекупил. На самом деле у всех крупных IT-компаний, по-моему, уже появились свои онлайн-платформы. И в Яндексе там все занялись кино. Ну, это все так вот. Ну, киношники занялись, значит, экономикой, банковской сферой, а банкиры занялись кино. Все в таком гибридном состоянии теперь. И этих онлайн-платформ полно. И вот Роберта продали, например, даже Аэрофлоту. Аэрофлот, летают самолеты, там можно скачать программу на Airbus или на Boeing, там отдельные свои программки, и можно это в аэропорту или в любом месте скачать эту программу, поставить, а потом во время полета можно смотреть на своем гаджете бесплатно кино. И вот у Аэрофлота есть тоже наша картина, и это все Роберт. Да, вот по поводу «Это все Роберт», да, я тоже хотел бы сказать. Роберт. Мы сейчас к этому вопросу еще вернемся. Я сам пересмотрел этот фильм. Такой прикольный, там особенно прикольная тема с шарами, механизм, как взрывать банкоматы, там, в общем, все очень интересно. Вы были там оператором, я так понял, и, ну, я же в Фейсбуке вашу ленту раньше, по крайней мере, читал все время, то есть, как бы, видео там, как автомобили падают, там, какие-то прочие моменты, то есть, очень интересно. И фильм очень хороший, прикольный. И «Ультра», по-моему, там было в городе Уфа, там какие-то другие места. Известный такой, ну, интересный фильм. И это все Роберт. Ссылка на этот фильм будет в описании к этому видео. Вот я бы что хотел бы вас уточнить все-таки по вопросу. Может, я еще раз перечитаю. Как выстроена система съемок фильмов в Республике Башкортостан? Что это за гранты в 150 тысяч рублей на фильмы? Ну, понятное дело, что за такие суммы фильмы не снимешь нормальные. Кто определяет бюджеты? Кто определяет, каков процесс работы киностудии Башкортостана и ее бюджет? Откуда вообще режиссеры берут деньги на съемки фильмов? Ну, вы частично ответили на вопрос. Существует ли цензура и ограничения на тематику фильмов и кто цензор? Вот именно сейчас, 2021 год, да? Как вообще работает процесс выбора фильмов для съемок, выбора режиссеров, финансирования, подбора актеров и тому подобное? Кто решает, какой фильм снять? То есть ответ может быть Министерство культуры Республики Башкортостан или же, допустим, кто-то там еще? Или вот как все это происходит? Ну, я тоже частично ответил на примерах двух моих картин, когда
Одна снималась Спонсоры? под патронажем да, Министерства культуры через гранты, а вторая Легально. за счет спонсоров. Вот это две модели основные. Ну, есть модель, это как, опять же, и это все Роберт, когда полностью спонсор да, берет на себя все расходы, генеральный спонсор. Существует ли цензура в случае, если это система грантов? Сама защита гранта – это уже цензура. Сколько бы ни говорили чиновники в правительстве, в Министерстве культуры, что нет цензуры, сами выбирают, сама защита гранта – это цензура, потому что автор подстраивается под комиссию по защите грантов. А что они примут, а что им понравится, а какая тема выиграет, понимаете? Представьте себе ситуацию, придет туда там, условный там, режиссер уфимский и скажет, я хочу снимать «От заката до рассвета», да? Или я хочу снимать там «Прирожденные убийцы». Да? Pulp Fiction. Да. Он что, имеет шансы? Ни за что. А «Прирожденные убийцы» при этом прокатятся по всему миру, принесут огромные деньги, которые, ну, прибыль, которая выше бюджета республики, да, вот. Поэтому цензура, она уже на стадии грантов. Понятно. А цензура есть и в плане спонсора, спонсорского. Если у спонсора есть какой-то бизнес, то картина же будет тоже сниматься, сочиняться сценарий с учетом этого самого, ну, бизнеса и всех обстоятельств, которые там могут впоследствии возникнуть после этой картины. Понятно. Ну, то есть я просто из третьих лиц, от третьих лиц слышал, что есть какие-то гранты 150 тысяч рублей, и мне поразило. Вот за 150 тысяч рублей невозможно. Можно там, не знаю, 5 минут клипа снять музыкального, может быть. И то, как бы, да. Ну, конечно. Не хватит. Для фильмов чтобы это не фильм, хватает. Это несерьезно. А вот они именно такие гранты и выделяли. То есть я где-то слышал. Ну, когда я подавал, там максимально было 15 миллионов. А Элвин Грей, например, он 30 миллионов каким-то образом получил. Хотя в условиях по грантам всегда был максимум 15 миллионов. Значит, можно и 30 миллионов получить. Значит, можно и 200 миллионов или 100. Вот, ну, например, и это все Роберт 130 миллионов стоил. 130. Да. 130. И это действительно можно 2 года работать, делать кино, которое оценивают московские продюсеры, кинокритики, считают, что это кино на равных. Это отличный фильм. Нет, вот это все Роберт, это шикарный фильм. То есть... Да вот 130 миллионов, да, пожалуйста, можно снять. Но нет же таких грантов. Да, таких грантов нету. Да. Поэтому кино надо отдельно выводить. Это не должна быть общая. Ну как может фильмопроизводство состязаться с библиотечным делом? Вот, ну, рядом цифры просто не должны стоять. Библиотечное дело и там культурные коллективы, допустим, любительские, да, это должно быть отдельно от фильмопроизводства. Не может быть здесь люди борются за 10 тысяч рублей, а вот эти просят 200 миллионов или 100 миллионов, понимаете? Ну, фильмопроизводство должно быть отдельной статьей вестись вообще. За то, что вот смешали все в одну кучу, это накладывается, ну, таким отрицательный эффект имеет для фильмопроизводства. Ясно, я ваше мнение понял. Четвертый вопрос. Вот как-то в Фейсбуке я давно за вами наблюдаю, еще несколько лет назад, да, то есть там у вас был опрос по поводу, как назвать вашу киностудию. То есть вот вопрос, что с вашей киностудией, как называется ваша киностудия сейчас, RE Production и как-то по-другому. По-моему, почему вы решили уйти в свободное плавание? Да, вот, ну, давайте вот такой вопрос. Ну, с конца опять. В свободное плавание я ушел давно. Это еще с 2000-х годов. Я перестал работать в государственной киностудии, 2 раза уходил, и в государственном телевидении,
я ушел везде из Штатов и создал свою студию, которая тогда уже называлась Reproduction. Название дал сценарист Айдар Рахманов, он сейчас в Москве работает. Вот. Ну, я так отнесся к этому, ну ладно, хоть как пусть называется. Риас Исхаков Продакшн. Да, да. А сейчас она у вас по-другому называется. А получилось РИП. Нет, получилось РИП, упокойся с миром для англичан. Ну ладно. Вот. И название в данном случае для меня не важно. Вот. Да, потом вот мы пытались создать Урал Муви Парк. Да, вот так называется. Да, но как только наступил период пандемии, эта студия развалилась. Ну, не то, что развалилась, она сейчас есть как арендное предприятие, дают свет в аренду, все то, что есть. А я-то занимаюсь проектами, а не ренталом. Поэтому я занимаюсь своими проектами, сценариями, продвижением. А эта студия сейчас, она продолжает обслуживать московские проекты. В принципе, это там моя идея, которая, она продолжает работать. Ну, то, что в республику надо привлечь еще и сторонние производства за счет предоставления услуг, киноуслуги. Локейшены, вы говорили, разные. Да, локейшн, киноплощадка, организация киноплощадки, аренда света, всех тех тяжелых штучек, которые нет смысла вести издалека. В Москве ведь очень дорого снимать, очень сложно договариваться, съедает много денег все, от пробок до разрешений, получения разрешений на съемки там. Чуть что перенести, там надо за месяц или два локации, это договора с муниципалитетом там, ну, согласовывать. Очень сложно, дорого. И в итоге москвичи стараются вынести производство многих фильмов либо за рубеж, там где дорого, кто-то там в Лондоне что-то там делает, да, за рубежом, а кто-то это делает в Уфе, например. в Уфе, в Перми, в Челябинске, да. И просто, если создать киноуслуги в республике, там павильон, площадки натурные там хромакеи, бассейны, да, ренталы, аренды. Ну, здесь будет приезжать сюда куча проектов, будет много работы. Это самый настоящий бизнес, самый настоящий как бы предприятие. Но почему-то у нас опять же чиновники относятся к этой идее как: вы что, тут Голливуд собрались, что ли, строить? И так непонимание, абсолютное непонимание. Это так мне прямо говорили, это в Министерстве культуры замы всякие, что вы что, тут Голливуд собрались, что ли, строить? Ну вот, пожалуйста, вот приезжают теперь москвичи, каждый год снимают в Уфе. Они ценят Черниковку, потому что это готовые декорации, целый город, декорация, Черниковка. Там мы снимали «Душа пирата» для 4-й студии. В этом году запустились опять снимать. В прошлом году москвичи снимали. Вот ответил. Я вас понял. Но я хочу пожелать успеха Урал Муви Парк в будущем. И чтобы вы снимали фильмы, в том числе и пандемия закончится когда-нибудь, да, но я надеюсь побыстрее. И, соответственно, Урал Муви Парк будет, я надеюсь, что-то снимать. Вот. Да, но я работаю с Reproduction сейчас. Да. С Reproduction, да. Ну, Reproduction. Отлично. Но название не важно. Мы всегда кооперируемся. Каждый раз новый проект. На самом деле для нас проект — это название фильма. А как студия называется, в принципе, это не важно. В принципе, не важно. Я вас понял. Мы сейчас уже говорим больше 1 часа, поэтому сейчас у нас будет перерыв. Это будет конец первой части. И затем будет 2-я часть, а потом, возможно, и 3-я часть. Спасибо большое. Конец первой части.